смотрите актуальное интервью, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В эти дни проходит традиционное январское совещание педагогических работников Якутии. Главная тема совещания – качество образования, методические аспекты. Педагоги подведут итоги за предыдущий год, озвучат планы на текущий. Более подробно об этом нам расскажет гость студии. Нюргун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского II. Нюргун Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, качество образования по-прежнему зависит от виртуозного владения учителем методикой преподавания. Что появилось нового в методике преподавания? Как уже было озвучено, тема январского совещания посвящена методической работе, да, качество образования, методические аспекты. Но вот стремительное развитие современной жизни и понимание того, что детей мы учим с опорой на будущее, понимание того, что наши дети, которых сейчас мы обучаем, которые уходят в детские сады, будут жить совершенно в ином осознанном мире, нежели нами сейчас, да. И вот эти понимания настоятельно рекомендуют обновление содержания образования, сохранив при этом ту фундаментальность, тот опыт и те наработки, которые у нас сейчас имеются, да. И поэтому у нас в системе образования в нашей республике, так и по всей стране, получается, в этом году происходят существенные изменения. То есть, иными словами, внедряются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, которые были утверждены Министерством просвещения в мае 2021 года, прошлого года. Да? И эти обновленные федеральные государственные образовательные стандарты вступают в силу с 1 сентября 2022 года. И поэтому январское совещание пройдет вокруг обсуждения вот этих обновленных государственных образовательных стандартов. И вообще, вот говоря, да, про про федеральные государственные образовательные стандарты, последние изменения были внесены в 2009 году. И в этот год является для нас кульминационным, поскольку в этом году выпускаются те дети, которые прошли полный цикл, да, от дошкольного до общего образования. Выпускники этого года сдают уже новые, получается, экзаменационные работы по новому типу, по новому содержанию. Понятно, что совещание организовано в дистанционном формате. Ну, расскажите о программе мероприятий, пожалуйста. Программа по 4 направлениям будет проходить. Это первое, как я уже сказал, это обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, да, и функциональная грамотность. Да. Мы будем обсуждать в рамках этого направления различные, получается, нововведения. А также второе направление – это система поддержки и раскрытия способностей и талантов детей и молодежи. А третье направление – это воспитание детей, программы воспитания, которые у нас были внедрены во все образовательные организации с прошлого года, да, обновленные. И, конечно, мы обсудим четвертое направление – это цифровую трансформацию системы общего образования. По каждому направлению у нас будут работать 3 трека. Да? Все эти 4 направления объединяет то, что в каждом направлении есть свои требования, условия, которые необходимо соблюдать, и, конечно, образовательная программа. И получается, у нас там выделяется 3 трека. То есть, иными словами, участник январского совещания, будь то он работник дошкольного образования, сотрудники общего образования, управления образования, все они по своему направлению должны пройти, получается, все эти 3 трека для того, чтобы получить полный цикл тех обновлений, те инноваций, которые происходят в системе образования в данное время. А какие известные спикеры приглашены на совещание? Из других, получается, наших партнеров это Уфимцев Данил Александрович, руководитель Департамента развития квалификации педагогических кадров, да, Агентства развития профессиональных квалификаций. Комарова Ирина Ильинична, это доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития компетенций Центра развития образования, да, Российской академии образования. Ну и также сотрудники и преподаватели РАНХИСа, Сколково, Агентства стратегических инициатив и много других приглашенных лекторов будут работать в рамках январского совещания педагогических работников Республики Саха-Якутия.
В программе совещания заявлена презентация образовательного портала для изучения якутского языка. Расскажите об этом портале, пожалуйста, и какие инновации в изучении родных языков коренных малочисленных народов Севера предлагает ваш институт. Ну, получается, во исполнение персонального поручения главы Республики Саха-Якутия от февраля прошлого года было нам Министерство образования поручено разработать платформу по изучению родных языков. Да? Эта платформа у нас разработана, и презентация, которая состоится в рамках январского совещания 31 января. Да? И, ну, платформа, конечно, сейчас по содержательной части платформа имеет в данное время следующие материалы. Это учебники по якутскому языку и литературе, да, по родным языкам. Здесь мы насчитываем около 20 литератур. Часть учебников по языкам культур малочисленных народов Севера. Да, и, конечно, здесь мы тесно с разработчиками работали над разработкой образовательного контента, а именно разработкой видеоконтента. Да. Мы здесь представили свои видеоуроки по изучению родным языком, а также совместно с компанией Айверс разработали ряд видеоуроков по изучению родным языку. Здесь по этой платформе наши педагоги, учителя, которые обучают по родным языкам, могут создавать уже электронные журналы, да, вводить своих учеников, проводить онлайн-занятия с использованием тех материалов, которые были указаны ранее, да, и которые размещены на портале. Ну и созданы все удобства для того, чтобы организовать учебно-образовательный процесс также и в дистанционном формате. Учителя постоянно учатся сами. Какие курсы для педагогов проводит ваш институт? Ежегодно в нашем институте проходит обучение свыше 7 тысяч педагогических работников только по курсам повышения квалификации, да, не учитывая, конечно, и иные мероприятия, которые проводятся нашим институтом. Конечно, мы обучаем педагогов по тем компетенциям, которые востребованы сейчас, актуальны сейчас в современном обществе, а также те нововведения, те инновации, которые внедряются в системе образования Российской Федерации в целом и в нашей республике, ну, в том числе. Да? И сейчас, конечно, в связи с последними нововведениями, это образовательные программы воспитания, да, это новые обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, это цифровые образовательные технологии, которые активно внедряются в образовательные организации нашей республики. И вот по этим нововведениям у нас происходит в инвариантной части трансформация, и по тем нововведениям и актуальным направлениям у нас проходит обучение. Программа «Земский учитель» действует уже несколько лет. Можете рассказать об итогах программы за прошедший 2021 год? Ну, федеральная программа «Земский учитель» у нас в нашей республике реализуется уже третий год. Первые 2 года у нас всего конкурсная комиссия определила 35 победителей. Да? У нас в республике сейчас в данное время работают учителя из различных регионов, которые стали победителями данного конкурса. Это из нашей республики учителя, да, и из республики Тывы, Ленинградской области, Волгоградской области по различным предметным дисциплинам. В этом году Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия и региональный оператор, наш Институт развития образования и повышения квалификации, утвердило 15 вакантных мест. Да, и по различным предметным дисциплинам. По состоянию на сегодняшний день всего поступило 50 заявок. Это более 10 заявок от нашей республики, учителей нашей республики, а также из других республик, Татарстана, Башкирии, да, из республики Тывы и Волгоградской области поступило очень много заявок. Да. И сейчас на сайте нашего института вы подробно можете, уважаемые коллеги, ознакомиться с федеральной программой «Земский учитель», посмотреть те вакансии, которые там имеются, а также вы полностью можете с федеральной программой «Земский учитель» ознакомиться на сайте zemteacher.edu.ru.
И отличительной чертой в нашем регионе является то, что победителям субъектов Дальнего Востока выделяется по 2 миллиона рублей, и в других субъектах Российской Федерации по 1 миллион рублей. Поэтому очень такое большое, учителя из других субъектов, если сравнивать, да, по количеству поданных заявок, то наш регион всегда оказывается в лидерах, да, по заявочным процедурам. И говоря вот это, я бы хотел отметить то, что какие требования ставятся перед учителем, конкурсантом, да, в федеральной программе «Земский учитель». На момент подачи заявок ему должно быть исполнено 18 лет, конечно, и от 18 до 50 лет. Да? И здесь необходимо, конечно, ознакомиться с вакантной должностью. И конкурсанту необходимо, конечно, чтобы у него было соответствующее образование по направлению вакантной должности. А расскажите, какие еще актуальные проекты для поддержки учителей и воспитателей проводит ваш институт? Институт является региональным оператором различных федеральных проектов. Это, конечно, как уже сказано, «Земский учитель», да, федеральный проект 500+, для оказания школ, которые работают в сложных социальных условиях. Да, проводит региональным оператором национального проекта «Точка роста». В рамках национального проекта у нас был в прошлом году открыт Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. В рамках этого центра у нас реализуются различные инновационные проекты. Да? Вот касательно инновационных проектов, в прошлом году, 7 сентября, мы запустили проект под названием «Продвижение плюс». Этот проект проводится совместно с Московским центром непрерывного математического образования, да, и с другими подведомственными организациями Министерства просвещения Российской Федерации. Он призван помочь тем образовательным организациям, которые испытывают трудности в обучении и так далее. И в рамках этого проекта у нас реализуется ряд событийных мероприятий, которые мы проводим. Да? И основное нововведение этот проект является «Продвижение плюс». Этот проект он будет проходить в таком масштабном виде, да, и охватит все педагогические, получается, работников в педагогической сфере. Спасибо вам большое, Нюргун Михайлович, за ваши развернутые ответы. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, и сегодня мы разговаривали с Нюргуном Павловым. Это директор Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского II. Всего доброго и до новых встреч в эфире.